Открывая встречу, президент Аслан Бжани отметил, что планировал провести ее с парламентариями до конца этого года. По приглашению спикера парламента она должна была состояться в понедельник, но была перенесена на среду с условием соблюдения всех антиковидных мер в одном из просторных залов Кабинета министров. Как подчеркнул президент, это было обговорено. Однако на встречу в зал Кабмина явилась только часть депутатов. وسيحيد حيوكشار تسكامس أشخشنا وسياسفد أشخشنا يالزوم حيوكشاب آخششنا أكيد أتقول زاش يا حناخوشنا مبحكب حيزرا أبري حختو خبطة راج هتبنا شالب حبس يبحن وصحان ناس شقعنا قرقرم زراق خب نسيا على تقول زاش زبود. Аслан Бжани рассказал о проделанной работе руководством страны с 2020 по 2021 годы. Первый и один из самых важных вопросов – эпидситуация в республике. Глава государства рассказал о мерах, принятых за этот период в борьбе против COVID-19. С марта 2020 года по декабрь 2021 государством на борьбу с коронавирусной инфекцией совместно с юридическими и частными лицами потрачено 77 миллионов рублей, подчеркнул президент. Каким образом эти деньги распределены? Расходы по дополнительной оплате труда медработников составили 183 миллиона рублей. Расходы на функционирование деятельности Гудоводского ЦРБ, пристройка помещения компьютерной томографии, питание пациентов, постельные принадлежности, приобретение пластин для рентгенаппарата, медицинский кислород, биотехнические услуги, приобретение дизельного генератора 81 миллион рублей и приобретение, поставка расходных материалов, медикаментов и медицинского оборудования в целом по стране для других больниц 363 миллиона рублей. Вы знаете о том, что за этот период неоднократно к нам приезжали бригады врачей из Российской Федерации. Мы просили наших российских друзей, и они нам любезно такую помощь оказывали. Вы знаете о том, что неоднократно военный российский госпиталь развертывался в Абхазии по просьбе абхазской стороны, и это тоже сыграло существенную роль в плане противодействия ковиду. В настоящее время, вот именно сегодня, госпиталь убывает, там необходимо провести ротацию, некоторые регламентные работы, и через какое-то время, по мере необходимости, военный госпиталь в Абхазии будет развернут еще раз. По словам президента, ряд ограничительных мер, которые были приняты руководством страны, в основном не соблюдается населением, и это усугубляет эпидобстановку. Вот известны случаи, когда против принятых мер, не учитывая эти меры, проводятся разные мероприятия, в том числе свадьбы. Такой пример самый свежий – это под Корчеллу. После этого обратилось 100 человек больных. На что я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, у нас врачей там 600 человек, и они работают в соответствии с плотным графиком, и каждый из них практически работает в больнице в плане противодействия ковиду по графику. Им за это доплачивают, но это не есть, скажем так, решение всех проблем. Врачи работают на износ, при этом некоторые наши граждане позволяют себе играть свадьбу, об этом знают наши врачи, и это создает серьезные проблемы. Поэтому просил бы вас в ходе вашей депутатской деятельности еще раз донести до нашего населения, что эта проблема не может быть отдана на откуп только врачам. Ее мы все вместе должны решать. Очень серьезным образом врачебное сообщество возмущено поведением отдельных наших граждан. Какая картина, какие результаты? Если провести сравнительный анализ с Российской Федерацией, вот таблица, я могу вам ее ксерокопировать и передать. На территории России проживает 145 миллионов граждан, заболело чуть более 10 миллионов, умерло 291 749 человек. От количества заболевших в России умерло 2,9%.
На территории Абхазии мы берем цифру населения 250 тысяч человек. Точное количество зарегистрированных больных 36 177, умерло 539 человек на территории Абхазии. Человек 30 умерло еще за пределами Абхазии. И у нас при этом получается умерло от количества заболевших 1,5%. Картина такая. Конечно, каждая смерть – это трагедия. Как отметил Аслан Бжани, эпидситуацию в стране могут ухудшить предстоящие праздники. На объектах общепита уже бронируются места к новогодним корпоративам. Вот сейчас опять идут заказы в местах общественного питания. Предприятия и учреждения хотят провести новогодние корпоративы. При этом количество мест в больнице очень серьезным образом возрастает. Еще раз, мы будем проводить работу с населением, и вам необходимо тоже к этому подключиться, потому как эта проблема для нас, для всех общая. Далее глава государства рассказал о том, какая помощь была оказана населению с апреля 2020 года по 1 декабря 2021. Что и через вас, и напрямую значительное количество наших граждан обращаются за помощью в администрацию президента, в кабинет министров, в адрес министерств, глав районов и городов. Есть определенная статистика. Статистика с мая прошлого года по настоящее время. Деньги, которые были выделены безвозмездно в плане оказания материальной помощи нашим гражданам. Это прежде всего резервный фонд президента, и в том числе здесь тоже есть часть денег пожертвования физических лиц на поддержку граждан Абхазии. Вот привожу вам цифры. Итого с апреля 2020 года по 1 декабря 2021 года, с тех пор эта сумма выросла более чем на 10 миллионов рублей, потрачено 388 миллионов 900 тысяч рублей. Помощь оказана 5713 людям. Каким образом эта помощь распределяется? Оплата обучения 54 миллиона 600 тысяч рублей. 318 человек к нам обратились. Половина из них это врачи разных специальностей, другие специальности. И государство им оказало помощь. Примерно в среднем на одного человека обратившегося это около 171 тысячи рублей. Это безвозмездно, не имея на то никаких обязательств. Государство оказало поддержку. Оплата лечения. На оплату лечения граждан мы выделили за это время 198 миллионов рублей. Обратилось 1935 человек. В среднем 102 тысячи рублей на каждого обратившегося. Таких 1935 человек. Оказание материальной помощи по другим основаниям у кого-то, значит, разные тут могут быть. Таких обратившихся 3460 человек, им оказали помощь на 140 миллионов рублей. Общая сумма оказанной помощи на 1 декабря 388 миллионов 900 тысяч рублей, как я вам ранее говорил. Общее количество людей, которым помогли, 5713 человек. Эта работа проведена, все эти цифры выверены, списки есть. Я бы хотел, чтобы вы об этом знали. Президент проинформировал о повышении заработных плат основным категориям бюджетников. С 2020 по 2021 год заработная плата работников бюджетной сферы в среднем повысилась более чем на 9 тысяч рублей или на 70%. Эта цифра коснулась около 9 тысяч человек. Этапами все это шло. В 2019 году повышение заработной платы составило 9%, в 2020 году составило 25%, и в 2021 году составило 36%. Итого 70%. Средняя цифра, на которую заработная плата была увеличена, 9026 рублей. 75% этих платежей на себя взяло руководство Российской Федерации. Вот доплаты вот эти, около 20%. Около 20%. Значит, это из бюджета нашего с вами государства. Далее, за этот период, за период с 1 января
по 15 декабря 2021 года через бюджет уже предусмотрено ассигнование, направленное на выплату пособий. Составила эта сумма 195 миллионов рублей. Все предусмотренные в бюджете обязательства были на этот день исполнены. Значит, какую проблему мы не смогли существенным образом за это время решить? Это проблема, связанная с повышением пенсий. В этом направлении имеются большие сложности. Вы совершенно четко осознаете, что любое повышение заработной платы или любое повышение расходов напрямую связано с возможностями бюджета, с возможностями экономики. Здесь мы не можем сказать, что у нас есть существенные подвижки, но тем не менее в 2020 году определенные категории пенсионеров по возрасту, за выслугу лет, заслуженным работникам, подземным работникам, инвалидам труда первой группы, инвалидам труда второй группы, инвалидам труда третьей группы, по случаю потери кормильца, дети, потерявшие кормильца, по возрасту, по инвалидности, в среднем от 500 до 1000 рублей им была выплачена дополнительный размер доплаты. Это небольшие, но в целом, если все это суммировать, то это тоже несколько десятков миллионов рублей нагрузки на наш бюджет. Как отметил Аслан Бжаня, заработная плата была повышена и сотрудникам МВД. Повышение составило около 70%. Повышение заработной платы составило около 70%. В среднем каждый сотрудник МВД, по сравнению с тем, что он получает сверху до 10 000 рублей. При этом за этот год, только за этот год, в Абхазию в виде поддержки Российской Федерации поступило для Министерства внутренних дел 112 единиц новых транспортных средств. Такого масштабного транспортного обеспечения Министерства внутренних дел не было с советских времен. Процесс этот будет продолжен. В будущем году поступит еще несколько десятков транспортных средств. Фактически транспортный парк Министерства внутренних дел будет обновлен. В этом году на 75% была также повышена и заработная плата сотрудникам ГСО. Далее президент проинформировал депутатов о том, как в целом складываются дела в бюджетной сфере республики. Собственные доходы Абхазии в этом году составили практически 6 миллиардов рублей. Был принят весной бюджет 2021 года. Бюджет предусматривал следующие параметры. Это доходная часть 10 миллиардов 463 миллиона рублей. И собственные доходы бюджета были предусмотрены 5 миллиардов 289 миллионов рублей. На сегодняшний день собственные бюджетные назначения составили уже 5 миллиардов 988 миллионов рублей. То есть собственный бюджет мы увеличили на 698 миллионов рублей. Мы получили впервые в новейшей истории Абхазии, впервые, как говорят финансисты, я несколько раз спрашивал, надеюсь, они меня не подвели, профицитный бюджет. Мы недавно внесли изменения, увеличили на 439 рублей, но при этом еще эти данные, у нас на 10 число, мы еще 18 дней будем получать доходы. Картина такая. С одной стороны, эта картина, конечно же, хорошая. С другой стороны, все эти деньги ушли, вы видите, куда мы их потратили. Значительная часть этих денег ушло на обеспечение здоровья нашей нации. Министерство по налоговым сборам, Государственный таможенный комитет выполнили и перевыполнили плановые показатели.
бюджет будущего года мы будем формировать с учетом тех планок, которые нам удалось достигнуть в этом году. Глава государства рассказал о реализации инвестпрограммы, которая была принята в конце 2019 года. Инвестпрограмма на 2020-2022 годы. В частности, из-за сложностей на каком-то этапе она приостановилась. Как отметил Аслан Бжани, это обусловлено тем, что в этом году резко подорожали строительные материалы. Сейчас эти вопросы решены. Сейчас вы уже видите, почти все работы этого года по Гудаутскому району, депутат присутствует, завершены. По Гагарскому району завершены. По Гуличскому району почти все работы завершены. По городу Сухум вот эти вот 3 дороги, они изначально проектные работы не учитывали очень серьезные вещи. Там не было ливневой канализации. Мы могли просто закопать деньги и через какое-то время иметь проблему. Все это пришлось исправлять. Появились новые расходы, появилась необходимость их защиты перед нашими российскими друзьями. Все это потребовало времени. Сейчас там очень быстро идут работы. И я уверен, что до конца текущего года работы на этих улицах, город Сухум, будут завершены. Обязательства по инвестпрограмме, суммы все будут освоены до конца года. Здесь нет нашего друга, депутата из Творчала Маркоковича. Хочу вас проинформировать о том, что вот эта больница, вокруг которой мы очень долгое время работаем, она будет запущена. Вот в этом году, к концу года, больница примет первых своих пациентов. Рассказал президент и о других крупных проектах, которые руководство страны планирует реализовать. В первую очередь это проект газификации Абхазии. В связи с этим на прошлой неделе был подписан документ с проектным институтом. Стоимость проекта более 100 миллионов рублей. В течение предстоящего года мы получим проект газификации Абхазии, который прошел соответствующую экспертизу. Это очень серьезный шаг. Это переход из плоскости разговоров в плоскость реальных практических дел. Дальше уже вместе с вами будем думать, кто и на каких условиях будет заниматься газификацией Абхазии. За этот проект мы никому ничего не должны. Деньги на этот проект мы изыскали частично у себя в бюджете, частично в инвестпрограмме и согласовали с россиянами. Некоторые товарищи говорят, что газификация нам не нужна. Я считаю, что для нас это принципиально важный момент. Если есть такая возможность, мы должны ею воспользоваться. Газификация Абхазии нужна. Кто не хочет иметь газ дома, ему никто его навязывать не будет. С помощью такого энергоносителя, как газ, можно будет в дальнейшем строить небольшие, но для нас очень необходимые электростанции. Выработка будет производиться на газе. Все это предусмотрено. Вы знаете, какие проблемы у нас в энергетике. Чуть позже мы об этом скажем. С учетом этих факторов у нас появится альтернативный источник электроэнергии, реальный источник электроэнергии, газ. И я считаю, что это будет большим делом в плане обеспечения теплом и населения, и развития нашей экономики в целом. До конца этого года, по словам президента, будет подписан еще один договор с проектным институтом. Он касается восстановления Сухумского аэропорта. Президент подчеркнул, что реализация данного проекта идет непросто. В советское время, когда строили аэропорт, никто никому не мешал. Этим занимался Советский Союз. Нам мешают определенные силы извне. Есть определенные механизмы воздействия, в том числе на нашего стратегического партнера. И мы не можем выбрать такую прямую линию, по которой идут все. Мы вынуждены здесь идти по дорогам, по которым раньше никто не проходил. И этим обусловлено то, что выход на подписание соглашения с проектировщиками занял такое количество времени. Проектных институтов не так много. Некоторые проектные институты работают за рубежом, и часть из них отказалась иметь дело с нами, опасаясь получить санкции. Все равно мы нашли проектный институт с помощью Российской Федерации. Договор будет подписан. Ровно через год мы будем иметь проектную документацию
на Сухумский аэропорт. Потенциальный инвестор, он и проплатил эти деньги, он заплатил эти более 120 миллионов рублей. После этого мы вместе с вами садимся. Такие принципиальные решения, как газификация, строительство аэропорта, той части, которая будет касаться парламента, конечно, мы будем согласовывать позиции с вами и не просто так советоваться. Я думаю, что мы получим поддержку, потому что аэропорт в Абхазии – это вдохнет новую жизнь в Восточную Абхазию, это 1000 рабочих мест, это кратное увеличение туристического потока с вытекающими отсюда положительными последствиями. Газификация тоже это несколько сот рабочих мест, высокооплачиваемых. Там заработная плата, минимум 50 тысяч рублей. Человек 350-400 на этом предприятии граждан Абхазии будет работать. Помимо того, что мы будем иметь газ, мы соответствующие налоговые поступления и так далее. Руководство страны готовит новое межправсоглашение, в котором будут предусмотрены правила для российских инвесторов, которые имеют желание работать в Абхазии, заявил Аслан Бжания. Мы предварительно вели переговоры, и в соглашении это очень долго мы этот документ готовим, приходится оттачивать позиции, потому что любое соглашение упирается в определенные вопросы финансирования. Если российскому инвестору нужно дать определенные льготы, то эти льготы кто-то должен покрыть. Мы со своей стороны часть льгот, которые дали инвестору, вы знаете, освобожден от налога на прибыль, от налога на имущество. Этот механизм недостаточен, когда речь идет о крупных инвестициях, о миллиардных, не 1 миллиард рублей, не 2, 5, 10, 15, 20. И тут мы попросили российскую сторону, российские инвесторы, которые будут работать здесь, в Абхазии, и реализовывать проекты отраслевые, будут подпадать там, в России, под определенную программу поддержки, господдержки. Например, в сфере туризма это возмещение части процентной ставки. Кредит, заемные средства, которые берет инвестор, 5-6% годовых это может быть, и до половины российский бюджет, механизм в России так работает, покрывает. В сельском хозяйстве такие механизмы предусмотрены в туризме, в перерабатывающей промышленности. Мы хотим, чтобы эти правила распространялись на российских инвесторов у нас здесь, в Абхазии, и в то соглашение, которое мы подготовили, в ближайшее время планируем подписать, такого рода механизмы будут предусматривать. Один из крупных проектов, который, я надеюсь, для этого уже есть все предпосылки, которые будут реализованы в Абхазии, это в Пицунде, объем инвестиций около 20 миллиардов рублей, количество отдыхающих в год на этом объекте минимум 150 тысяч человек, сроки строительства после выхода проектно-разрешительной документации максимум 5 лет, количество рабочих мест больше 1000 и очень значимый бюджетный эффект для Гагарского района и в целом для нашей республики. Тут говорят разное. Кто-то говорит о том, что мы продаем родину, кто-то говорит, что мы ее продаем частями, кто-то говорит, что мы ее продаем оптом. Хотел бы вас проинформировать о том, что это ни в коей мере не соответствует действительности. У нас земля не продается, инвестор готов работать в Абхазии на условиях долгосрочной аренды. То, что нашими законами допускается. В рамках существующих законов и идет реализация такого рода проектов. К чему может, каким должно привести результатом реализация такого рода проекта? Конечно, от строительства объекта в Пицунде это несколько десятков потребностей электроэнергии мегаватт мощности требуется устойчивое водоснабжение.
требуются определенные условия. Работа Сухумского аэропорта и чтобы режим работы пункта пропуска был таким, чтобы люди могли очень быстро границу пересекать. Все эти вопросы будем решать параллельно, потому как тут есть, скажем так, не конфликт интересов, а совпадение интересов и инвестора, и граждан Абхазии. В чем совпадение интересов? Вот. А инвесторы – это известные люди, бывшие, скажем так, крупные государственные деятели, это группа компаний ВЭБ Шувалова, группа компаний бывшего губернатора Ткачева. Они это понимают, и на всех совещаниях их специалисты нам помогают. У меня была встреча с министром финансов, с их помощью мы обсуждали, помимо того, что они готовы это строить, необходимо такого рода объекты обеспечить инфраструктурно. То есть дороги у нас должны быть, энергетика должна быть, водоснабжение, канализация. И развитие вот таких кластеров туристических и приведет, я абсолютно уверен в этом, к развитию вот таких отраслей, как водоснабжение, канализация, энергетика. Это вещи взаимосвязанные. Сейчас формируется новая инвестпрограмма, и она, по словам президента, отличается от предыдущей. В ней предусмотрено несколько миллиардов рублей на поддержку реального сектора экономики и 800 миллионов рублей на цифровизацию экономики республики. Предусмотрен еще один проект. В прошлом году я об этом просил президента Владимира Владимировича Путина. Соответствующая работа была проведена. Если вы помните, несколько лет тому назад у нас реализовывалась программа льготного кредитования. В рамках этой программы было выделено 1 200 000 000. Один проект на сегодняшний день работает, все остальные проекты находятся на определенной стадии готовности. Часть проектов невозможно реанимировать. Вот нам удалось в результате переговоров прийти к тому, что программа данная будет продолжена. Мы обозначили параметры этой программы. Это 10 миллиардов рублей. И чтобы у вас была правильная информация, можно получить более детальную. Значит, определенные заявки уже сделаны на сумму, не на проекты. Говорит о том, что какой-то проект отобран, и он готов до такой степени, что его можно профинансировать, это неправда. Эта работа будет продолжена, и мы готовы. И сейчас я вам хочу в этой аудитории сказать, надо будет обратиться в Министерство экономики. Там пока этим вопросом занимаются. В последующем, может, этим будет заниматься корпорация развития. Можно будет бизнес-планы сдавать. И я думаю, что февраль-март – это 2 месяца, когда мы будем под каждым планом работать. Чтобы вы понимали, для того, чтобы в свое время Абхазия получила 1 200 000 000, там проектов было подготовлено, по-моему, на 4 миллиарда, потому что значительная часть проектов не проходят экспертизу, они как бы не соответствуют определенному параметру. Здесь будет такая же картина, но ресурс есть, и мы хотим этим ресурсом воспользоваться грамотно, сделать так, чтобы потенциал экономический в районах выравнивался. В новой инвестпрограмме предусмотрена также возможность создания Российско-Абхазского фонда. Аналогичный фонд работает в Киргизии. Российско-киргизский фонд, он финансируется в объеме $100 миллионов в год российской стороной. Какие-то активы в виде недвижимости вносит Киргизия. Примерно такой же механизм мы планируем запустить у нас. Я думаю, что это произойдет не ранее 2-го квартала будущего года, но принципиальное добро на это получено, и эту идею необходимо реализовать. Далее Аслан Бжания коснулся состояния дел в энергетике. В течение нескольких дней уровень воды в Джварском водохранилище может опуститься до критического. И мы можем остаться без электроэнергии. Понимая все это, в последние несколько месяцев мы вели переговоры с российской стороной. Раньше такие задачи решать было проще, сейчас чуть сложнее. Вы знаете о том, что в прошлом году нам дали 1 миллиард киловатт-часов. Вы знаете о том, что значительная часть электроэнергии, которая расходуется в Абхазии, нелегальным образом уходит на добычу криптовалюты. Вы знаете о том, что государство ведет борьбу с этим.
Нельзя ее назвать очень успешным, но тем не менее работа в этом ключе идет. Но мало кто государственным институтам в этом ключе помогает. Теперь все попытались, значит, по маленьким партиям, по домам, где-то еще и так далее. Но работа идет. Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Соответствующие рекомендации получены в администрации президента, получены у вице-премьера Хуснуллина, получены у вице-премьера, который регулирует топливо-энергетический комплекс у Новака. А документ со вчерашнего дня лежит у премьер-министра Мишустина, и мы рассчитываем на то, что он даст соответствующее поручение. Подготовлено по просьбе российской стороны вместе с абхазской стороной дорожная карта по выводу энергетики из кризиса. Вы знаете, что энергетика в кризисе находится давно. Вы знаете о том, что еще в 2017 году, когда майнинг не имел таких масштабов, проблема была обозначена, майнинг эту проблему остро поставил. Необходимы очень серьезные инвестиции. Необходимо, чтобы собирались деньги. Необходимо тариф привести к экономически обоснованному тарифу. По-другому экономика работать не будет. И ни один человек не изменит состояние дел в энергетике, если он не будет принимать экономически обоснованное решение. Еще раз подчеркиваю, экономически правильное и обоснованное решение. Все остальное – это игра в политику. А это отрасль экономическая энергетика. Это товар, который имеет себестоимость. Это товар, который надо производить. Это товар, в производство которого, в средства производства которого надо вкладывать деньги. Средства производства этого товара и доставки изношены критически. Вот у нас был летом ураганный ветер, и все, линия Салхина обрушилась. Вы видели, в каком состоянии были провода в городе и так далее. Это же в данном случае напрямую отношение к майнингу не имеет? Не имеет. Это ветхое состояние энергетического хозяйства, электросетевого хозяйства, трансформаторного хозяйства, около 40 подстанций в Абхазии. Ради интереса, если будет время, на тех округах, где вы избирались, если там есть подстанции, вы зайдите в них. Из 40 около 8 прошли капитальный ремонт, там более или менее. В помещение в эти заходить страшно. Так там грустно обстоят дела, потому что капитальные вложения в эту отрасль, капитальные и необходимые вложения в эту отрасль последние 30 лет не осуществлялось. Капитальные и необходимые. Какие-то косметические вещи, да. Чтобы крыша не текло, меняли листы с шифером. Один провод оборвался, приклеивали его, как-то привязывали к другому проводу. А так, чтобы с учетом положенных регламентных работ, с учетом ресурсов выработанных, менялись механизмы, оборудование. Этого не было. Этого не было. Это не будет до тех пор, пока не будем мы принимать экономически правильное решение. Таково положение дел в энергетической отрасли. На встрече у парламентариев была возможность задать главе государства вопросы. Уважаемые коллеги, хотел бы задать вопрос. Несколько дней уже муссируется в народе, в частности, мои избиратели тоже спрашивали. Ваша встреча с интеллигенцией, где, может, это отрывок был или как? Хотел бы узнать по поводу, поделиться своим идентитетом, чтобы вы ответили развернуто, и чтобы люди понимали, о чем речь, чтобы не было инсинуаций разных кривотолков. Все дело в том, что много лет охраной морских государственных границ соответствующие подразделения или соответствующие институты абхазские не занимаются. Потому что нет такой возможности. Сторожевых катеров, военных катеров и так далее. Поэтому мы в договоре, который был подписан в 2008 году, в 2014 году, президенты наших государств договорились о том, что есть вопросы совместного ведения.
Есть вопросы, которые мы ведем на территории Абхазии вместе. У нас вопросов совместного ведения с россиянами в России нет. Мы российские государственные границы с российскими пограничниками вместе не охраняем. Они это охраняют самостоятельно. Разницу, наверное, вы чувствуете, да? Вот этот вопрос, который является вопросом совместного ведения. И это имеет непосредственное отношение, в том числе и к суверенитету. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику. У нас в стране нет собственной финансовой единицы. Мы не можем устанавливать процентную ставку в нашем национальном банке. Мы не можем осуществлять эмиссию денег. У нас такой возможности нет. Этим полномочием мы тоже поделились с Российской Федерацией. Вопросы обеспечения безопасности. В контексте вопросов обеспечения военной безопасности я говорил на эту тему. Я могу продолжать на эту тему долго говорить, но именно вот эти аспекты я имел в виду. Пользуясь случаем, я хотел бы привести вам несколько высказываний по этому поводу Владислава Григорьевича Арзембаева, если вы не возражаете. Значит, интервью в газете «Время МН» 14 августа 2002 года. Цитирую Владислава Григорьевича Арзембаева. Интеграция с Россией является частью наших национальных интересов. Наиболее удобной формой возможных взаимоотношений с Россией мы считаем модель ассоциированного государства. Интервью в газете «Независимая газета» 30 января 2003 года. Руководство Абхазии непосредственно занималось организацией процесса принятия нашими гражданами второго российского гражданства. Но это волеизъявление людей совпадает с нашими национальными интересами. Они заключаются в налаживании самых тесных взаимоотношений Абхазии с Россией. Поэтому и наши политические шаги следует рассматривать в аспекте нашей инициативы, направленной на установление ассоциированных отношений Республики Абхазия с Россией. Интервью в газете «Республика Абхазия» от 4 апреля 2003 года. Мы заинтересованы в развитии интеграционных процессов с Россией. В этом аспекте следует рассматривать возобновление железнодорожного сообщения и ряда других проектов. Интервью в газете «Республика Абхазия», газета номер 34, от апреля 2003 года. Вопрос. В то же время, что нельзя не отметить, вне Абхазии, как и внутри нашего общества, раздаются порой голоса о том, что ассоциированные отношения могут повлечь потерю суверенитета и независимости. Насколько обоснованы такие суждения? Ответ Владислава Григорьевича Арзембаева. Эти опасения понятны, но, на мой взгляд, они совершенно не обоснованы. Ассоциированные отношения – это тесные, союзные, межгосударственные отношения. Они предполагают высокую степень интеграции и взаимодействия. Тем не менее, Абхазия как субъект этих отношений сохраняет свою независимость. Это то, что говорил Владислав Григорьевич Арзембаев. Есть ряд писем, которые направлялись в Москву, в Думу на имя президента. Я его процитировал, потому что это тоже имеет отношение к нашему суверенитету и к тому, как Владислав Григорьевич видел наше будущее. Он говорил о том, что в основе существования нашего абхазского государства лежит прежде всего воля народа Абхазии и поддержка российского государства. И когда речь идет об обеспечении военной безопасности, мы должны учитывать данные факторы. Считаю неправильным то, что мы не выделили несколько десятков гектаров земли в Очимчирском районе, в селе Меркула, под строительство совместной военной базы. Я считаю, что мы допустили в этом вопросе очень серьезную ошибку. Это мое мнение. У наших товарищей может быть иное мнение. Я призываю нас всех быть реалистами и смотреть на вещи
не так, как нам хотелось бы их видеть, а как они есть на самом деле. Мы не должны стесняться вещи называть своими именами. У нас есть определенная история. Ради того, чтобы независимое государство Абхазское состоялось, погибло огромное количество наших граждан. И неизменную поддержку в этом вопросе оказывает Россия. И она является сегодня гарантом нашей военной безопасности. Прежде всего. А вот признание Абхазии другими государствами, прежде всего Россией и другими государствами, оно что, произошло только в рамках работы Министерства иностранных дел Абхазии? Тут нету вклада нашего стратегического союзника и партнера. Как вы думаете? Мы можем по этому поводу провести специальную научную конференцию. Я буду очень рад, если в рамках этой конференции будет более детальное и глубокое обсуждение данной проблемы. Поэтому просил бы то, что сказал я, иметь в виду. Это только часть аргументов, которые я вам привел. Да, мы независимое государство, да, мы имеем право и заслужили быть независимым государством, и фактом остается то, что мы в 2008 году, в 2014 году добровольно определили некоторые сферы межгосударственных отношений, которые ведем вместе с Российской Федерацией. Об этом идет речь. Передергивать, видеть то, чего нет, я понимаю, в контексте политической борьбы это многим выгодно, а я вот предельно откровенно говорю то, что является, на мой взгляд, важным для наших граждан. Означает ли это, что мы должны всегда находиться в состоянии, когда мы просим? Конечно, нет. Нам нужно развиваться. Нам прежде всего нужно выстроить правильные отношения с Российской Федерацией, обеспечить прочный мир на территории Абхазии и развивать свою экономику. И тогда у нас будут военные корабли, которые будут ходить под абхазским флагом и защищать наши морские границы. И тогда у нас будут комплексы ПВО, которые будут защищать наше воздушное пространство и многое-многое другое. Вот в свете последних событий, да, мне хочется такой вопрос задать. Первый вопрос будет такой. Мы видим, что происходит вокруг нас, что происходит на постсоветском пространстве. Насколько высок сегодня уровень интеграции Белоруссии, да, и Российской Федерации. Но, откровенно говоря, почему-то тема, скажем так, обращения абхазского государства, может быть, еще нового обращения к Республике Беларусь, к белорусскому обществу и вообще понятие союзного государства, который для меня видится единственным выходом для того, чтобы наша страна состоялась и развивалась, почему-то не поднимается в нашем обществе. Или поднимается очень редко. То же самое касается евразийских перспектив Абхазии, да, разговора об этом. Это вот одна тема. Плюс в регионе происходят какие-то интересные телодвижения, какие-то форматы, предлагаются разными странами, проживающими народами, да, в нашем регионе, после особенно войны Нагорно-Карабахской. Мы, к сожалению, тоже, не знаем, не активны в этом направлении, это мое мнение, что мы не говорим о том, что Абхазия должна участвовать во всех мероприятиях, во всех, значит, форматах, которые будут реализовываться или будут происходить в регионе. Это вот касаемо, если можно сказать, внешней политики. И есть вопрос по энергетике, Аслан Георгиевич. Вот вы сейчас рассказали достаточно детально о всех проблемах. Более того, невозможно не согласиться с тем, что тема аэропорта, тема газификации, тема привлечения огромных инвестиций в Абхазию, да, о которых идет речь, это есть хорошо. Я этот вопрос задавал, здесь есть мои коллеги, которые подтвердят еще бытность бывшего руководства Черноморэнерго, значит, что мы говорим о майнинге, и, безусловно, майнинг наносит ущерб, никто с этим спорить не может. Но все-таки мною был задан вопрос в таком ключе, а вот мы
каждый из нас, начиная от депутатов парламента, заканчивая представителями исполнительной власти, на разного рода форумах приглашаем инвесторов в Абхазию, для того, чтобы они построили гостиницы, заводы, не знаю, производство. Тогда мой вопрос звучал так: есть ли у нас дополнительная энергия для развития нашей экономики, для государства? Насколько я помню, и здесь сидящие коллеги говорили, что этой энергии нету. Нам ее катастрофически не хватает. Безусловно, еще раз повторюсь, чтобы неправильно не был понятым, никто не говорит, что все проблемы из-за майнинга, или он не влияет на энергетику, влияет. Но если мы говорим о развитии Восточной Абхазии, о строительстве еще больше производств, для того, чтобы в Абхазии появились рабочие места, мы же должны думать или альтернативных, да, каких-то способов генерации, или привлечении чего-то. Но я знаю одну вещь. Вот сейчас, говоря о дорожной карте, да, конкретно, там прописаны большие средства, которые Россия готова инвестировать в абхазскую энергосистему. Но я знаю даже от тех коллег, которые сегодня не присутствуют, это важно, чтобы вопрос этот прозвучал и ответ на него прозвучал, что там есть такой термин «возвратные инвестиции». Вот этот термин надо раскрыть для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Это первое. И второе, как мне кажется, опасения, которые связаны. Да, вот я помню, предложение это было Баталла Ивановича Топагуа, нашего коллеги. Вы как-то в прошлом году это прозвучало. Вот инвестиции в энергетику обсуждаются. Да? Кто-то говорит, что закон надо изменить, кто-то по-другому ставит вопрос. Но Баталл Иванович, насколько я его понял тогда, он говорил о том, что возможно какая-то линия может зайти в Абхазию для того, чтобы значит, новые предприятия, строящиеся объекты были подключены к так называемому, скажем, российскому свету и платили по тарифу коммерческому. Но нам надо сохранить возможность, скажем так, Ингургес, который у нас есть, для того, чтобы каким-то образом не поднимать, то есть дать возможность нашему населению, физическим лицам, еще какое-то определенное время платить не те суммы, которые платят в соседних государствах. Возможно, это так. Я еще раз говорю, не энергетик, не могу на этот вопрос ответить. Но хотелось бы, чтобы мы услышали ответ по возвратным инвестициям, что это такое. Нас признало определенное количество государств. Правильно, да? Вы проанализируете, как председатель комитета по международным делам, как у нас обстоят рабочие контакты с этими государствами. Чем больше стран признавших, тем лучше. Это с одной стороны так. С другой стороны, есть государства, которые могут и играют исключительно важную роль для нашей страны, для наших граждан. Конечно, мы будем ездить. Вы же ездите очень много, достаточно много, общаетесь. Сколько у вас поездок было за рубеж? Вот в Сирию мы ездили вместе, вы в Турции были. Где вы еще были? В Беларуси вы были. Мы можем говорить о том, что у нас мало контактов, с учетом того, что у нас мало денег? Нет. Поэтому давайте мы сделаем таким образом. Обозначим приоритет. Приоритет – это взаимодействие с Российской Федерацией. Все остальное очень важно, но не до такой степени. Можно приехать, поздороваться, чаю с ними попить, пригласить. Они нас хорошо знают, и в отношении нас у всех государств есть выработанное мнение. И оно не поменяется, пока мы с вами не поменяемся. Что касается энергетики, майнинг, я сейчас вам скажу, майнинг мешает, это 500 миллионов киловатт-часов, это 50 мегаватт. Это нашим инвесторам на ближайшие 5 лет хватит для потребления, мы если эту проблему остановим. И мы хотим ее остановить. Мы хотим создать технопарк. Тяжело, но дело идет. Сегодня у нас инвестпрограмма – это 1,5 миллиарда рублей в год. Мы хотим 10 миллиардов плюсом получить. И мы переговоры ведем. Вот самим надо научиться зарабатывать. Конъюнктура такая складывается сегодня, что мы можем себе это позволить. Мы поэтапно решим все вопросы. И энергетики тоже. Я не знаю, вот формулировка такая, возвратные инвестиции. Мне такой термин непонятен. Возвратные бывают заемные средства. Если это кредит, то его возвращают. Если это инвестиции, то инвестиции это, как я это понимаю,
инвестор будет претендовать на часть каких-то активов. А бесплатно может подарки дать только спонсор. Но если о заемных средствах говорить, да, мы вас берем определенную сумму денег, и завтра с ростом эти деньги вам вернем. Ну, мы до этого еще не дошли. Пока первый этап дорожной карты предусматривает немножко другие подходы. Вот создание технопарка, поэтапное увеличение, значит, тарифа, социальный тариф при этом остается, и решение одной проблемы, связанной с установлением счетчиков и ремонт сетевого хозяйства. Вот эти вот 5 миллиардов, 4,7 миллиардов рублей – это то, что может нашу энергетику вывести не в плане ее развития, а в более или менее устойчивый безаварийный режим работы. О энергетике очень многие говорят, и значительная часть тех, кто говорит об энергетике, слабо в этом разбираются. Ваше мнение по поводу конституционной реформы? Мы в парламенте знаем, что создана комиссия при президенте, и как продвигается работа? Конституционная комиссия парламентская подготовила ряд предложений. Я думаю, вы эти предложения знаете. Я, в принципе, с этими предложениями согласен. Речь идет о том, что изменения в Конституции и в ряде других законодательных актов необходимо провести в течение 22, 23, 24 годов к 25 году, чтобы мы имели другую структуру исполнительной власти и некие механизмы новые, до сих пор не предусмотренные, взаимодействия с парламентом. Предложение Конституционной комиссии я поддерживаю. Мы думаем, возможно, ряд вопросов будем выносить даже на референдум. Я хотел бы, чтобы вы это имели в виду, потому что, когда речь идет о серьезных вопросах, то лучше иметь прямую поддержку граждан. Вообще институт референдума, он является, на мой взгляд, и эффективным, и полезным. И потихонечку мы его должны в нашей повседневной жизни задействовать. Предложение Конституционной комиссии я поддерживаю и намерен это реализовать в те сроки, которые там указаны, с тем, чтобы мы в 2025 году имели другую историю. Любые наши новостные сводки, практически это как сводки с полей боев, я по поводу ковида, к чему говорю? Слава Богу, значит, те прививочные процессы, которые прошли в Абхазии, имеют уже юридическую силу на территории РФ, то есть этот QR-код, он есть. Я хотел бы, скажем так, обратиться от лица тех людей, которые по состоянию здоровья, Аслан Георгиевич, сегодня, опять-таки, медицинский мир, вы видите, что происходит, все, грубо говоря, делится пополам, и у Хансхан Пахаштамлу Ауаджл Рогоб из Лумшо Упри Аазар. Что делать с ними, как быть с ними? То есть люди, которые по состоянию здоровья реально однозначно, некоторые медики даже говорят о том, что они не в состоянии делать эти прививки, но при этом получается, что они не выездные, то есть куча будет проблем, связанных с этим. Как быть с этими людьми? У нас граница была закрыта по какой период? По 1 августа. Как мы были тогда? Но, коллеги, мы же не можем, мы очень часто просим российскую сторону для нас делать исключение из правил. Это уже некорректно. Если мы можем решить проблему здесь, мы ее решаем. А правила, которые установлены для россиян, мы поменять не сможем. И на это пусть никто не рассчитывает. Да, я 500 раз звонил Парханову сам лично. Это нормально? Сидящие здесь ко мне не обращались по поводу звонка по Парханову? Есть такие? Есть такие. А сколько не сидящих здесь? Поэтому что есть, то есть. Есть вакцина, кто может, значит, он ее будет ею пользоваться. Кто не может, не будет пользоваться. Будет болеть, будем лечить в Абхазии здесь. Тема опять энергетики. Она сегодня актуальна, острая.
вот вопрос такого характера. Мы в бюджете 2021 года парламентом был предусмотрены средства порядка 100 миллионов рублей, на приобретение счетчиков, приборов учета. Да, по согласованию профильных отраслей исполнительной власти, профильного комитета, эти средства были перенаправлены. Да. Но я один из тех, кто считает, что альтернативы счетчикам, прибору учета нет. А куда были перенаправлены, помните вы? На ремонт линии. Восстановление аварийного участка, который после ураганного ветра снесло, и на ремонт Че Гевары. Руководство Черноморэнерго вам будет очень благодарно за вашу инициативу, если вы такие деньги найдете. В дорожной карте сказано о том, если мне память не изменяет, если нам не откажут в этом, мы на это рассчитываем, что нам приборы учета потребления электроэнергии дадут с отсрочкой платежа. По мере того, как мы установим, будем собирать, потихонечку будем платить. Я считаю, что такой подход более рациональный. Каждый год энергетики заготавливали так называемый аварийный зимний запас. Аварийный зимний запас – это примерно по нынешним деньгам от 2 до 2,5 миллионов долларов. Это примерно 150-200 миллионов рублей. У нас на подстанции Тамыш произошла серьезная, Тамыш говорю, Очимчира-Тяга, авария. Помните, да, месяцев 5 назад в дождливую погоду туда мы ездили. На ладан дышит кабель, который питает новый Афон, в котором живут несколько тысяч жителей. Техника, которая нужна для ремонта линий, вся изношенная, ее нет. Ее надо было приобрести. Эти 100 миллионов рублей мы вынуждены были туда перенаправить. Вот мы что-то планируем, а жизнь вносит коррективы. Мы латаем без конца дыры. 100 миллионов рублей, конечно, можно там в районе установить. Только проблему энергетики это в целом не решит. 100 миллионов рублей – это деньги, с помощью которых можно решить маленькую локальную проблему. Я же вам говорю, в энергетику 20 миллиардов надо вложить. Поэтому такое решение было принято. Если есть свободные деньги, я не знаю, есть они или нет, 100 миллионов можно. Это не даст нам серьезного результата, к сожалению. Ко мне недавно пришла женщина. Я ее очень хорошо знаю. У меня, говорит, соседка умирает. У нее онкология. Нужно 1,5 миллиона рублей. Но мы, говорит, готовы взять кредит. Там на самом деле какие-то возможности были. И я походатайствовал на 1 миллион рублей, чтобы им сделали кредит. И еще, говорит, срочно нам нужны деньги. У меня вот так называемый резервный фонд президента, он давно уже не резервный фонд президента. Это резервный фонд граждан Абхазии. Это настоящий абхазский народный фонд. Вот там деньги все уходят, и вы это прекрасно знаете. Я говорю, хорошо, что-то придумаем, тоже 150 тысяч. Сидим, оформляем документы, и я показываю ей список 5713 человек, которым мы помогли. У меня как раз лежал список, я говорю, вот мы там такому-то количеству людей помогли, 400 миллионов показываю, 389, да? А это было 2 дня назад, уже за 400 прошло. Она говорит, зачем, говорит, вы людям помогаете? Надо было больницу, говорит, построить за 400 миллионов. За 400 миллионов можно больницу. Я говорю, да? Тогда я вам не дам ни кредит, ни 150 тысяч. Давайте мы больницу построим, и больная пусть придет, через 4 года мы ее вылечим. Дима, ну это примерно такая же история. 100 миллионов на счетчике ничего никому не даст. Несобираемость. Там нужно 100 тысяч счетчиков. 100 тысяч счетчиков умножьте примерно на 18 тысяч рублей. Вы получите 1 800 000 000. Надо потратить на счетчики. Нам вроде бы обещали с отсрочкой платежа отдать. И это же лучше, чем эти 100 миллионов мы сюда перенаправили. Вообще, то, что депутаты парламента тщательно копаются в вопросах энергетики, это плюс, это хорошо. Если бы мы
депутаты парламента этим занимались 10 лет тому назад, вникали как сейчас, картина могла быть другой, конечно. В 2014 году был большой договор, подписан с Россией. И там, как я помню, предполагалось более упрощенное прохождение границы. Да. Неделю назад я проезжал с другом. Я специально, 2 часа 40 минут. Да. Без товара, без ничего, Да. просто проезжали. Мы восьмые были в ряду, в очереди, да, восьмые были. Мы 2 часа 40 минут проходили, невозможно, ни мандарин не было, ничего не было. Когда абхазские государственные институты, все без исключения, исполнительная власть, законодательная власть, на эту проблему вместе налягут и решат ее вместе с россиянами. В договоре это прописано, а в договоре же состоит не только из этого пункта. В договоре очень много вопросов, связанных с деятельностью Министерства обороны. Вы же помните, сколько нам лет потребовалось для того, чтобы принять решение по такому важному вопросу, как создание ИКЦ? 4 года, да, мы бумаги перекладывали, Рауф? Так, да? Но если мы будем с такими темпами работать над каждым пунктом, это как раз-таки займет столько времени. Вот мне было сказано в Министерстве обороны Российской Федерации, мы, говорит, ждали 4 года, когда выделят земельный участок. Ну, не хотите, не будем. Работать надо, чаще бывать, ставить вопросы. Кстати, этот вопрос тоже неоднократно ставился мной, в том числе и на встрече с президентом Российской Федерации. И именно по нашей просьбе, Феонор Яковлевич, в Министерстве транспорта Российской Федерации, туда входит Росграница, передали им, предусмотрено более 5 миллиардов рублей на реконструкцию пункта пропуска, с тем, чтобы там не было очередей. Я, конечно, думал, что будет немножко по-другому, но они решили пойти по такому пути. И на этом им спасибо. Реконструкция предусматривает в том числе капитальный ремонт старого моста. Проектные изыскательские работы будут завершены в 2022 году. К работам приступят в 2023 году. В 2023-2024 год мы получим усовершенствованный пункт пропуска, в котором таких очередей быть не должно. А если бы меня спросили, я вообще ничего не стал бы там ремонтировать. Я бы пошел по другому пути. Это называется путь, когда контрольные... Это будет тогда, когда мы будем в Евразийском союзе и так далее. До этого сложно получается. Прописали, подпись стоит президента России и Абхазии. Точно. Там должно было быть все это сделано в течение 2 лет, со дня вступления договора в силу. Договор в силу вступил в 2015 году, в 2017 проблема должна была быть решена. Сегодня 2021 года ничего не сделано. Вот эти вот все вопросы, они требуют времени. Я хочу, чтобы вы понимали, но у многих руководителей, работников министерств и ведомств Российской Федерации есть и другие задачи. И нигде не написано, куда заходишь, Министерство энергетики Российской Федерации и Республики Абхазия. Там так не написано. Это Министерство энергетики Российской Федерации. И они прежде всего решают свои вопросы. А вот для того, чтобы мы их решали, уровень контактов должен быть более частым. И надо туда чаще ездить, в Россию, и там решать вопросы. В том числе и депутатам, и министрам, и народным дипломатам, и всем остальным. А не заниматься разборками, какими полномочиями мы поделились, что мы имеем, что мы не имеем. Если вы думаете, что вот эти разговоры волнуют только наших граждан с их точки зрения, вы глубоко заблуждаетесь. Что мы говорим на эту тему, не меньше волнует многих руководителей Российской Федерации. И когда мы не хотим вещи называть своими именами, это тоже вызывает некое недоумение. И когда события, которые происходят, очевидные события, и мы из них не делаем уроков, а уроки хотя бы в плане того, что мы говорим чаще на эту тему. Я имею в виду, например, события в Карабахе. 11 тысяч квадратных километров и 3 с хвостиком. Что только мы не обсуждаем, только не такие вопросы.
Это что, задевает нашу гордость, что ли? Я думаю, что это не тот случай, когда речь идет о безопасности наших граждан. Не надо бояться реального положения вещей. Когда человек знает, что на самом деле происходит, ему проще определить приоритеты. Он точно будет знать, что надо делать в первую очередь, что во вторую, что важно, что сегодня, а что завтра или послезавтра. И тогда проблемы, о которых мы говорим, некоторые уйдут на второй план, потому что они являются проблемами второго или третьего плана. Сколько раз мы рассматривали вопрос деятельности или пытались дать оценку деятельности Министерства внутренних дел в парламенте? Несколько попыток же было, да? При этом пакет законопроектов, который направлен 27 сентября о изменении, значит, 50 или 60 изменений в УК, в УПК, которые непосредственно отношение имеют к деятельности правоохранительных органов, до сих пор там никем не рассмотрен. Как можно давать оценку деятельности Министерства внутренних дел, не учитывая такие подходы? Вот обращения отдельных граждан, отдельных партий, они приводят к тому, что мы можем провести внеочередную сессию парламента. Хорошо, на внеочередную сессию парламента мы не претендуем, но в рамках очередной сессии можно рассмотреть законопроекты, которые направлены из сентября лежат в парламенте нашим коллегам? Нужно и нужно, правильно? Ряд политических деятелей, граждан порой высказываются нелицеприятно, руководители страны, и призывают людей там вооружаться. Вот хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу и какие действия предприняты, и вообще на подобного рода призывы какая-то реакция существует, или это беспокоит людей, когда будоражит общество там призывом вооружаться. Есть, конечно, вопросы у граждан в связи с призывом, который был озвучен гражданином Кварчи, с призывом вооружаться. Есть вопрос, хотелось бы спросить, и обязательно спросят, вооружаться с какой целью? Против кого планируется применить оружие? И кто дал такое право? Эти вопросы обязательно будут поставлены. Сегодня этим интересуется огромное количество граждан, и этим вопросами занимаются в том числе правоохранительные органы. Что касается высказываний в мой адрес, я в данном случае могу руководствоваться только буквой и духом закона. Другие меры я принять не имею права. Кому-то, видимо, такие высказывания нравятся. Значительно большему количеству людей такие высказывания не нравятся. Высказывания на фоне поведения, развязанного поведения, бесцеремонного поведения. Многим не нравится. У меня, знаете, какие есть опасения в связи с этим? Справедливость, она в обязательном порядке восторжествует. Но многие товарищи забывают о том, что у нас есть внешние враги. Вот тот накал страстей, который сегодня искусственно поддерживается, этим могут воспользоваться разные силы. Мы забыли о том, что у нас есть очевидный враг, и он от своих намерений не отказался. Это одна история. Другая история по поводу этих высказываний. Мое отношение я сказал. Я буду исходить из буквы и духа закона. Но огромное количество людей это восприняли очень и очень негативно. А люди бывают разные. Вы знаете, да, недавно был случай, когда молодой человек напился, приехал и обстрелял компанию «Черноморэнерго». Где-то могут встретиться за столом выпившие. И обязательно кто-то может спросить, что это такое. Такое может произойти. Люди, которые претендуют на публичность, должны быть очень выдержанными. Поэтому мы необходимые законные меры по обеспечению правопорядка принимаем и примем. Вы можете в этом не сомневаться.
какие-то претензии к правоохранителям, почему так медленно, есть на то основание и причины. Если мы могли бы рассмотреть пакет законопроектов, который пришел туда в сентябре, там как раз-таки есть призывы к экстремизму, там же есть как раз-таки статья по клевете. Вот мы тогда меры быстрее приняли. Это еще было в сентябре, когда таких высказываний не было. Вот поднимите эти материалы, вы увидите специалисты, которые писали, как в воду глядели. Хочу, чтобы люди были внимательными. Вот планируется проведение некого митинга 21 числа, и одним из организаторов этого митинга являются те, кто призывал людей вооружаться. И есть примкнувшие к ним лица. Вот обычно на таких мероприятиях бывают разные категории граждан бывают. Кто-то искренне приходит, кого-то приглашают, кого-то пытаются использовать в темную. Но я бы хотел предостеречь наших граждан от участия в таком мероприятии, с учетом того, что был призыв вооружаться. У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций. Поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, чтобы они это имели в виду и воздержались от участия в данном мероприятии. Мои дорогие друзья, большое спасибо всем, кто принял участие в нашей встрече. Большой привет тем, кто не пришел. Передайте, если их увидите. Я всегда готов их встретить. Тем более значительная часть этих людей ко мне часто приходит по разным вопросам. Поэтому все нормально, все хорошо. Спасибо за совместную работу. Абзрабсала.